Доброе утро Доброе утро. всем, кто начинает свой день. Мы рады приветствовать вас на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И это «Утро Якутии». Сегодня вместе с вами проведем мы, Полина Долинская. И Руслан Ачиров, друзья. Мы рады начинать новую рабочую неделю вместе с вами. И рады, что вы просыпаетесь вместе с нашим каналом. Ну а мы расскажем о том, как в Москве завершился фестиваль «Гастрономические вкусы Арктики». И московские коллеги расскажут нам, как это было, и поделятся секретами, а может быть интересными рецептами. А еще в городе Перми, кстати, неравнодушные граждане спасли кота. И на все про все у них ушло около 300 тысяч рублей. Ну, мы узнаем, как себя чувствует тот самый котенок и кто были эти люди. Ну и также мы сегодня узнаем, какие новые инновационные проекты предлагают студенты Южно-Якутского технологического колледжа в городе Нерюнгри. Ну и также гости нашей студии. Сегодня мы узнаем, кого же смотивировали, как американцев смотивировали на новые проекты наши коллеги из IT-парка. Ну, а также как они мотивируют своих земляков. Ну и, друзья, по традиции мы напоминаем, что это утро, этот эфир вы можете создавать вместе с нами. Пишите нам на номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Рассказывайте, как прошли ваши выходные, какие у вас планы на эту неделю, как вы встречаете этот новый день. Ну а если у кого-то из ваших родных и близких сегодня памятные даты и какие-то праздники, обязательно поздравляйте, и мы поздравим их на всю республику в прямом эфире. Ну что, друзья, в Москве, как мы уже говорили, завершился гастрономический фестиваль «Вкус Арктики». И давайте мы узнаем подробности у наших коллег. 800 тысяч озер, 2 миллиона километров рек, 1370 метров составляет глубина вечной мерзлоты. Это все о Якутии. На таких мультимедийных стендах, напоминающих айсберги, разместилась вся актуальная информация об арктических регионах и даже странах. Вот, например, стенд Исландии, страны льдов и снега. Именно от Исландии в этом году представительство в Арктическом совете перешло к России. И сегодня все говорит об устойчивом развитии, сохранении наследия и культуры арктических общин. В деловой части фуд-ивента презентовали уникальный проект «Яаллу» – книгу, созданную молодежью Арктики о традиционных блюдах сразу 16 коренных народов мира. Мы защищаем знания о продуктах питания коренных народов, сохраняем их для будущих поколений. Несколько лет назад собрались 50 молодых людей, большая делегация со всего севера и, конечно, из Якутии, и начали общаться с пожилыми людьми о традиционной еде коренных народов. Эти знания в этой книге. Именно через сохранение культуры питания мы показываем уникальность традиции и говорим о многообразии культур, отмечают участники фестиваля. Проект «Яаллу» важен для развития всей арктической территории. Мы видим, что работа России идет от сердца в плане поддержки коренных народов, в экономике, в устойчивом развитии Арктики. Сегодня мы также вместе говорим об изменении климата, его изучении, обсуждаем много действительно важных тем. Я из Канады, и я думаю, что у нас прекрасные партнерские отношения. Объединить креативные силы стран в решении проблем устойчивого развития регионов Арктики будет возможно и на Северном форуме, который пройдет в Якутии уже в следующем году. Северный форум устойчивого развития, он пройдет в сентябре, в конце сентября. Я с удовольствием приглашаю всех представителей молодежи, коренных народов Севера, всего мира, и вот с тех, с кем я сейчас встречаюсь, представителей, к нам в Якутию на этот форум. Самое ожидаемое событие гастрономического фестиваля «Вкус Якутии», конечно, гала-ужин. Якутия, как инициатор и хедлайнер мероприятия, открывает его. Гостям подали королеву стола – индигирку из чира с икрой и сусальным золотом. Самое главное, что здесь люди имеют возможность познакомиться с потрясающей, глубокой культурой, не просто кухней, а культурой. Конечно, Якутия, как самый большой субъект Российской Федерации и самая большая арктическая территория у нас богато представлена здесь. Поэтому спасибо Арсению Сергеевичу, спасибо республике за, как всегда, качественную, отличную отработку. Уруяхал! Всего же фестиваль «Вкус Арктики» будет работать 2 дня. Ее участниками стали все представители российской Арктики и зарубежных стран. В программе мастер-классы от именитых шеф-поваров и представителей КМНС, дегустации блюд, концертные номера. Ключевое событие – кулинарный марафон арктической кухни. На фестивале представлено все самое лучшее и все самое вкусное.
каждый здесь выбрал тот регион, который он захочет посетить. Наша задача это не только накормить, но и привести к себе. И я уверена, что это послужит также развитию гастротуризма в Российской Федерации в целом. Айсена Парнашова, Джур Березкин, Виктор Олесов, Москва. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами, тем, кто только присоединился, друзья. И очень приятно, что в это утро вы создаете эфир вместе с нами. У нас есть уже первое поздравление. Любимого племянника Егора Эверстова от всей души поздравляем с 22-летием. Желаем здоровья, успешного окончания института. Пусть сбываются все твои мечты. Оставайся таким же добрым, внимательным, заботливым. Мы тебя очень любим. Тетя Мила, дядя Вася и брат Алексей. Но мы также присоединяемся к поздравлению студента, кстати, да? Да. Южно-технологический Южно-Якутский технологический колледж в городе Нерюнгри продолжает развивать сферу IT в Якутии. Так, например, там открыли недавно 4 новых мастерских. Давайте посмотрим в сюжете у Екатерины Павловой. Мастерские интернет-вещей, корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности, машинное обучение и большие данные и разработка мобильных приложений были созданы в рамках национального проекта образования. На нашем отделении информационных технологий всего функционируют лаборатории по 7 компетенциям. Видеопроизводство, дизайн и разработка, программные решения для бизнеса. И вот сейчас у нас запустились в конце августа 4 новые мастерские. Получить знания из мира IT в новых лабораториях имеют возможность студенты, школьники и взрослое население, осваивая востребованные компетенции по определенным курсам. Сейчас уже тесно идет взаимодействие со школой номер 1. Они обучаются по направлениям интернет-технологии, информационной технологии и разработка мобильных приложений. В начале декабря на базе Южно-Якутского технологического колледжа состоялся республиканский форум IT-компетенции «Мой выбор», где 6 команд в течение 2,5 часов разрабатывали концепции своих IT-продуктов и презентовали их экспертам. Первое место разделили команда Покровского колледжа с презентацией мобильного приложения для неопытных молодых родителей и команда Южно-Якутского технологического колледжа с приложением для путешественников. Концепция приложения в том, чтобы сделать чат-бота, который будет подсказывать вам, чего бы вы хотели, там, сходить, не знаю, в ресторан, какой-нибудь парк, достопримечательности посмотреть. Участники WorldSkills. До этого мы вместе участвовали в хакатонах, поэтому был опыт работы. Я больше по разработке, именно напрямую писать код. Участники форума с экспертами обсуждают возможности развития IT-технологий и активной цифровизации мира. Возможностей очень много, так как это самое, наверное, развивающееся направление в мире. В целом приходит множество так называемых хакатонов, да, это соревнования для программистов, куча конкурсов по стартапам в IT-сфере и прочее, да, то есть, я как бы доношу до ребят, у меня непосредственно свой практический опыт имеется работы в этой сфере. Впереди новые конкурсы и новые победы, и современные площадки колледжа пустовать не будут. Так уже на следующей неделе начнется чемпионат WorldSkills, к которому сегодня идет активная подготовка. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы рады всех приветствовать, кто к нам присоединился. В эфире передача «Утро Якутии». Ни для кого не секрет, что Якутия является лидером цифровизации, информатизации на Дальнем Востоке. И уже около 10 лет поддерживаются новые стартапы, молодые различные движения в IT-индустрии. Ну и, конечно, сегодня хотелось бы сказать, что технопарк Якутии является такой некой стартовой площадкой для новых интересных проектов. И у нас сейчас в гостях Василий Васильевич Ефимов, генеральный директор венчурной компании «Якутия». Доброе утро. Доброе утро. Василий, венчурная компания «Якутия» отмечает свой 10-летний юбилей. Первый такой, можно сказать, серьезный и, можно сказать, масштабный, не побоюсь этого слова. За эти годы каких вы достигли успехов и ваши резиденты? Ну и что же касается сферы IT, как она развивается на протяжении этих 10 лет, допустим, с того момента, как только вы начинали, и на сегодняшний день? Да, действительно, венчурной компании 10 лет в этом году исполняется, также и технопарку Якутия, поэтому такой для инновационной экосистемы это двойной юбилей.
Но если говорить о венчурной компании, то мы вообще уже активно инвестируем, получается, начиная с 2013 года. Ну, и тут следует разделить два периода. Во-первых, это так называемый наш первый фонд, который был сформирован с 2013 по 2018 годы. Мы тогда инвестировали в компании больше вот про местное производство, про решение каких-то вот задач именно для рынка Республики Саха-Якутия. И вот мы были первыми инвесторами резидентов ТОР Кангаласа на тот момент, сейчас это ТОР Якутия. И ну, второй период это уже получается постинвестиционный, так скажем, да, начиная с 2019 года. Все ранее проинвестированные деньги мы сейчас возвращаем. Они начинают приносить доход уже. Да, конечно, мы уже из некоторых проектов успешно вышли. И в 2019 году мы уже начали активно инвестировать в IT-стартапы. На сегодняшний день мы профинансировали уже 37 компаний. И вот где-то, наверное, 4 или 6 компаний получат финансирование по результатам демо-дня, который будет у нас послезавтра. И это в основном все IT-стартапы. Вот. Ну, а что касается первого фонда, то мы профинансировали 47 проектов на общую сумму 592 миллионов рублей. Ну, это прям очень хорошие такие показатели за 10 лет. В эти дни завершается 6-й поток акселераторов Б8. Расскажите про эту программу. Б8 акселератор – это вообще наш такой основной продукт Фонда развития инноваций. Кстати, вот мы его создали вместе с Технопарком. И ну, отрадно действительно сейчас вот осознавать то, что уже 6-й поток. Мы активно работаем уже 2 года, да, и позади уже 5 потоков. В этом году, точнее в этом потоке у нас было 50 заявок, отобрали 15 проектов. Ну и до демо-дня, который состоится вот 15 декабря, дошло, получается, 10 проектов, да. Вот. И ну, как я вот сказал ранее, 6 проектов получат финансирование. На что он нацелен? Вообще наш фокус – это предпосевная стадия проектов. Да? Ну, предпосевная – это когда вот есть масштабируемая идея, проект коммерциализируемый, есть команда. Вот. Ну и желательно, чтобы была выручка. Соответственно, наш акселератор, он помогает стартапам в течение 3 месяцев сгенерировать выручку, ну, либо быть уже ближе к ней. Вот. Ну и главное, конечно, наш фокус – это IT. И, конечно, в основном мы любим проекты, которые вот именно нацелены на глобальный рынок. Скажите, вот скоро 5 стартапов в Якутии будут выходить уже на зарубежный рынок. Ну а сейчас, как нам известно, в город, да, прилетел ваш бизнес-партнер Андрей Комоцкий с Красноярского края, а также представитель американских компаний. Вот что заинтересовало американцев в наших проектах? Ну, компания Startup Accelerator, это в группе Startup Ventures, они занимаются, как раз-таки специализируются на русскоязычных стартапах, на русскоязычных, точнее, основателях, и помогают им адаптироваться на американском рынке. В основном это вот Нью-Йорк, ну и другие штаты, соответственно. Мы знакомы с ними аж с 2018 года. Это вот тот период, когда команда из Якутии обучалась в MIT. И вот в этом году мы сделали совместную программу, так называемый Bootcamp, который помогает вот этим нашим 5 стартапам получить основные вот знания американского рынка, чтобы потом уже получить к нему доступ. Андрей Комоцкий – это наш действительно партнер, он бизнес-ангел с Красноярского края. Мы специально его сюда пригласили, потому что он живет у себя в Красноярске и делает уже достаточно существенные сделки. В его портфеле 24 компании. Вот мы хотим, чтобы он поделился своим опытом вот с нашими предпринимателями, ну, потенциальными бизнес-ангелами. В этом году компания инициировала международный арктический стартап «Экспедицию». Это всероссийский конкурс, который был нацелен на поиск и поддержку перспективных технологических проектов. Запущены ли такие проекты у нас на территории? Какие проекты получают поддержку? Ну, вообще, стартап «Экспедиция» — это наш такой второй основной продукт. Мы его начали с 2019 года. Это вот при поддержке Министерства инноваций, Технопарка. В первой экспедиции также с нами участвовал Дальневосточный фонд высоких технологий, фонд Сколково. И главной задачей 2019 года было это вот показать нашу экосистему, посмотреть, чем занимаются наши коллеги из других регионов Дальневосточного федерального округа, ну и искать стартапы. И мы, соответственно, по результатам первой экспедиции нашли 3 стартапа: Улан-Удэ, Владивосток, Хабаровск. Соответственно, мы уже такой, можно сказать, Дальневосточный институт развития, как минимум. 2020 год. Мы желаем вам успехов, удачи. Просто мы желаем через 10 лет снова с вами встретиться здесь, в этой же студии, и поговорить о наших новых успехах. Всего вам доброго. Спасибо, что нашли время для нас. Спасибо. Ну а мы двигаемся далее. Прямо сейчас к нам присоединился наш новостной обозреватель. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости.
38 курсантов со всей республики обучились, трудоустроились и отправились в Нерюнгри работать на угольном предприятии «Колмар». В Якутске состоялось торжественное направление граждан, прошедших обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости», нацпроекта «Демография» и подпроекта «Вахта-14». В рамках программы все желающие граждане со всей республики обучаются на курсах по требуемой промышленной квалификации и трудоустраиваются на постоянной основе в крупных промышленных компаниях республики. На сегодняшний день обучающие курсы прошло и направлено в предприятия республики 9 групп конкурсантов. В целом же по проекту «Местные кадры в промышленность» трудоустроено 9,5 тысяч якутян. Население у нас очень хорошо реагирует, потому что проект, он учитывает все системные проблемы трудоустройства и существенно облегчает жизнь северян. Поэтому сейчас уже заработало такое так называемое сарафанное радио. И ребята друг друга узнают. Первые группы уже начинают приглашать своих братьев, земляков. И также активно узнают информацию со СМИ и уже переходят на новый этап своей жизни. Совершенно просто лазил в телефоне, наткнулся на объявление в Инстаграме. Тут же позвонил, сразу же откликнулись, предложили обучение. Обучился 3 недели, закончил курсы, сдал экзамены и попал сюда. Это удобно. Каждому нужен какие-то шансы. Допустим, не каждый может туда попасть. Сроки открытия сезонных автодорог сместили в некоторых районах Якутии из-за теплой зимы. На сегодня из 113 участков открыт 41 зимник. На ваших экранах сейчас список открытых зимних трасс с разрешенной максимальной грузоподъемностью. Осень и начало зимы были очень теплыми в центральных районах. Глобальное потепление создает большую проблему. Из-за медленного нарастания толщины льда и большого количества снежных осадков сокращается период ледостава на реках и озерах. Это приводит к переносу сроков открытия автозимников, объяснил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Сергей Владимиров. В реализации проекта «Парк будущих поколений» будут сотрудничать Национальная библиотека Якутии и Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне». На торжественной церемонии подписали соответствующее соглашение. Генеральный директор Целевого фонда будущих поколений Владимир Егоров представил общественности проект будущего парка, его архитектурное наполнение и содержание. Напомним, стратегический проект «Парк будущих поколений» реализуют по поручению главы Якутии Айсена Николаева как креативное пространство для разностороннего развития детей и молодежи, активного отдыха и полезного досуга горожан. Эти 2 учреждения являются основными партнерами при создании парка будущих поколений. Сегодня мы уже начинаем строительство самого парка, но уже в эти дни мы уже работаем над совместными образовательными и культурными программами с этими организациями. И я думаю, что к 2025 году у нас уже сложится такое полноценное сообщество на базе наших 3 учреждений. К ним присоединятся еще множество других разной формы, разного характера, стиля. И мы создадим такую экосистему парка будущих поколений, которая будет непосредственно уже находиться в парке, начиная с 2025 года. Большое спасибо, Иван, за интересную информацию. Друзья, я думаю, многие каждый день зачеркивают по дню в этом месяце, потому что до Нового года осталось вот-вот уже 19 дней. Самый любимый и долгожданный праздник, который любят и взрослые, и дети. Вот-вот наступит новый 2022 год. И уже по городу нашему, если пройтись, можно увидеть много очень красивых елок. Все к этому празднику без исключения готовятся. «Утро Якутии» объявляет республиканский конкурс на лучшее новогоднее оформление по 3 номинациям. Первая номинация – лучшее оформление частного двора. Вторая – лучшее оформление многоквартирного дома. И 3-я номинация – подъезд многоквартирного дома. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 декабря. Видео или фотографии отправляйте на почту utroyakutii@mail.ru с указанием автора и местоположения дома. Ну а имена победителей конкурса мы узнаем 24 декабря 2021 года. Победители ждут ценные призы. Не забывайте про нашу почту utroyakutii@mail.ru.
Друзья, принимайте активное участие, делайте красивее не только свой двор, свою квартиру, но и весь наш город. Да, продолжаем. Мы рады всех приветствовать, кто к нам присоединился. Желаем вам самого отличного, доброго утра. А во Владикавказе запустили проект помощи многодетным семьям. Благотворительный фонд «Быть добру» запустил социальный проект «Вешалка добра». В благотворительном магазине можно выбрать вещи по сезону, как для детей, так и для их родителей. Кроме того, волонтеры соберут необходимые канцтовары для школьников, продуктовые наборы и даже елочные игрушки к Новому году. Я мать 4 детей, живу на съемной квартире. Помогли зимней одеждой. Чуть сэкономила на съемной квартире и чуть легче как бы этот. Какой-то груз с меня ушел. Жители и частные магазины привозят, хотя и ненужную, но зачастую новую в хорошем состоянии одежду. Фонд «Быть добру» уже на протяжении 9 лет оказывает помощь людям, нуждающимся в лечении, операциях, медикаментах и технических средствах реабилитации. А теперь еще люди могут прийти в благотворительный магазин. По словам Кусова, спрос на товары превышает предложение магазина, поэтому проект всегда готов принять любую помощь. Хорошо, когда люди есть такие неравнодушные, и не только простые граждане, но и сами предприниматели принимают активное участие в помощи многодетным семьям, ну а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Кстати, Руслан, ты сам вот как-нибудь участвуешь в чем-то подобном? Может быть, вещи отдаешь в какой-нибудь из благотворительных фондов? Ну, помощь бывает разная. Если говорить о вещах, то бывает, когда какие-то очень такие серьезные ситуации у нас в городе где-то, ну и объявляется сбор, допустим, вещей, то я стараюсь всегда принимать участие. А какие вещи ты отдаешь? Ну, во-первых, чтобы они были в хорошем состоянии, да, то есть те, которые уже не ношу, но также иногда попадаются такие вещи, я не знаю, когда как-то спонтанно, может, покупаешь, и как-то все равно эта вещь как-то лежит пылиться, тебе она особо не нужна, и тоже, в принципе, можно поделиться с ней. На самом деле, друзья, каждому из нас свойственны вот эти вот импульсивные покупки, которые мы можем также совершать еще под влиянием каких-то там родных, близких по совету, а когда приходим домой уже и во время примерки, и глядя на себя в домашнем зеркале, мы понимаем, что эта покупка была бесполезная. Но при этом не все идут и возвращают вещи обратно. И причины могут быть разные. Начиная от того, что можно потерять просто чек, и заканчивая тем, что просто неудобно идти в магазин. В нашей следующей рубрике мы узнаем, как можно вернуть ту или иную вещь. Доброе утро, дорогие друзья! Вот и начался долгожданный декабрь. В такой предпраздничной суете мы очень много покупаем вещей. Это и подарки родным и близким, и просто нужные вещи, которые не успевали купить весь год. Ведь так все нужно успеть до конца года. Сегодня мы поговорим о том, как вернуть или обменять товар в магазине. Товар можно вернуть, если он вам не подошел, в течение 14 дней. Безусловно, это касается и также товара, приобретенного по интернету. За исключением ряда товаров, которые не подлежат возврату, это предметы личной гигиены, парфюмерия, текстильные товары, изделия и материалы, полностью или частично изготовлены из полимерных материалов. Список довольно большой, задерживаться не буду, но имейте в виду, что если товар относится к этому списку, нужно отнестись к этому внимательно. Как правило, продавцы предупреждают, но в новогодней суете можно об этом запамятовать. Также невозможно вернуть товар из интернет-магазина, если он изготовлен специально для вас, или придется заплатить значительную стойку. Об этом тоже нужно помнить. Итак, если мы приобретаем товар в интернете, пока он к нам идет, в любой момент мы можем от него отказаться. И, соответственно, магазин должен нам возвратить деньги. Напоминаю, что на любом интернет-сайте есть порядок возврата. В данном случае, если уже уплачено было магазином денежные средства, которые обеспечивают доставку, доставка платная, они не возвращаются, потому что возврат товара, если речь не идет о качестве, производится за счет приобретателя. Далее. Если товар уже пришел, его тоже можно вернуть. Мы
пришли, забрали товар, принесли домой, распаковали и вдруг увидели, что он совсем нам не нравится. Что мы делаем? Мы оформляем накладную о возврате и отправляем товар за свой счет обратно продавцу. Напоминаю, что если вам разъяснили порядок возврата в письменном виде, то товар возвращается в установленные сроки. Если этого разъяснения нет, то у нас 3-месячный срок для возврата по приобретенному товару по интернет-сети. Если товар приобретали просто в магазине, действуют стандартные нормы, то есть 15 дней в товарном виде. Если товар подлежит возврату или обмену, мы можем его либо возвратить, либо обменять на аналогичный, который нас устроит. Если товара нет в наличии, мы можем также вернуть товар в установленные сроки и в последующем дождаться, когда необходимый нам вариант будет находиться в магазине и за ним подойти. Если речь идет о товарах ненадлежащего качества, здесь нужно помнить, что если это сложная техника, телефоны, планшеты, обязательно нужно очень внимательно относиться к разъяснениям, потому что если вам изначально разъяснили, что есть какие-то недостатки у этой модели, вам все это проговорили, то, к сожалению, заявить о том, что это техническая неисправность, вы уже не можете. Поэтому внимательно слушайте, какой, возможно, уцененный товар имеет какие-то дефекты. Замечу, что если речь идет о неполадках, которые могли возникнуть, скажем так, в ходе повреждения, речь идет об экспертизе. То есть сразу обменять товар до экспертизы не получится. То есть сначала мы заявляем о том, что есть недостатки, говорим, что они возникли не по нашей вине, просим либо вернуть денежные средства, либо произвести замену. Если с нами продавец не согласен, производится экспертиза, по ее результатам уже происходит обмен и возврат. Поэтому будьте внимательны, не торопитесь с выбором, приобретайте только самое хорошее для себя и для своих родных и близких. Доброе утро, уважаемые телезрители. У нас на наш WhatsApp номер пришло еще очередное сообщение поздравительное. Поздравляет любимую внучку Федорову Алину, ученицу 3 класса классической гимназии, с первым маленьким юбилеем, с 10-летием, 10-й день рождения. Желает принцессе крепкого здоровья, как накинский алмаз, дальнейшей успешной учебы, быть такой же хозяйкой и помощницей маме и папе, помогать маленькому братишке 7-месячному Васику, также оставаться всегда такой же милой, вежливой. Мы тебя очень любим. Бабушка Ида Николаевна и дедушка Егор Васильевич. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям. С удовольствием присоединяемся к таким теплым поздравлениям. Ну и, друзья, двигаемся далее. Кстати, Руслан, какой из таких самых распространенных стереотипов про нашу Якутию, может быть, про нашу страну, ты знаешь? Ну, если говорить о иностранцах, наверное, они сразу же думают, там у вас медведи ходят, ну а про Якутию говорят, что мы по алмазам гуляем. В Якутии, наверное, медведи в ушанках, валенках и по алмазам ходят. И да, друзья, на самом деле, то есть медведь – это самый настоящий символ нашей большой страны. За его мощь, за его силу, за его могущество. Действительно, это очень гордое звание. Ну и, конечно же, во многих сказках, былинах всегда присутствует такой персонаж, как медведь. И я думаю, он по праву заслужил для того, чтобы иметь свой собственный праздник, который, кстати, отмечают сегодня, 12 декабря. Ну а какие еще даты и события, связанные с сегодняшним днем, давайте посмотрим далее. На календаре 13 декабря. Сегодня отмечается День медведя, День горячего шоколада, День скрипки и праздник живота. По народному календарю ясная и морозная погода предвещала хороший урожай. В этот день в США состоялся успешный запуск космического аппарата «Пионер-8». В Москве в кинотеатре «Россия» состоялась премьера фильма «Джентльмены удачи». Станислав Курилов совершил побег из СССР, спрыгнув с борта лайнера и проплыв около 100 километров. Создана Либерально-демократическая партия Советского Союза ЛДПСС Владимира Жириновского. В Ростовской области был установлен первый в России памятник деятелю белого движения генералу Маркову. В этот день родились Генрих IV Бурбон, король Франции, основатель французской королевской династии Бурбонов; Карло Гоцци, итальянский драматург; Генрих Гейне, немецкий поэт, публицист и критик; Валерий Брюсов, русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед; Евгений Петров, литературовед, соавтор Ильи Ильфа;
Ростислав Плят, советский актер театра и кино, народный артист СССР. Николай Рыбников, советский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Ян, Иван и Андрей. Сегодня мы продолжаем цикл сюжетов о Табаге. В поселке есть очень интересный краеведческий музей, в котором есть много уникальных экспонатов, рассказывающих о государственных ямщиках. Но помимо этого есть также документы, которые сохранились и дошли до наших дней благодаря местным краеведам и местным жителям. Доброе утро! Сегодня мы хотим вам рассказать историю одного предмета, который находится в музее нашего села. То есть вот такой интересный фолиант 1901 года издания, финансовый вестник промышленности и торговли. То есть здесь отражены движения по государственной службе, награды, постановления распоряжения правительства, распоряжения Министерства финансов, извещения и заявления. Здесь отражены приказы шефа пограничной службы, таможенные сборы, извещения и заявления. Ну, то есть здесь отражены практически все сферы жизни деятельности на период начала века прошлого века. То есть это 1901 год. Книга очень интересна, потому что здесь вот стоят учебные отделы печати, да. Ну, то есть видно, что эта книга была рабочая, она действовала. Здесь у нас есть пометки, вот, допустим, указатель правительственных распоряжений по Министерству финансов. Очень большое содержание, то есть все расписано. И тут даже есть такой момент – ипотечные бумаги. То есть на тот период это тоже как бы работало. То есть все, что у нас сейчас современно, оно приходит откуда-то, да? И вот мы находим на сегодняшний момент знакомые какие-то моменты. Книга очень интересная, она без картинок и читаемая, несмотря на то, что здесь вот такой старославянский шрифт. В течение хочется сказать доброго дня и пожелать. Надо смотреть вперед, оглядываясь назад. И у каждого предмета или вещи дома, на работе своя история. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха», а также тем, кто к нам только присоединился и кто просыпается вместе с нами. История нашей Родины для каждого человека, она начинается с порога родительского дома, с родной улицы, родного села, родного города и места, в котором мы родились, мы держим в сердце с самого рождения на протяжении всей своей жизни. Но мне нравится высказывание историка Николая Карамзина, который говорил, что история России, она это составлена из историй всех, даже самых маленьких деревень. И все, кто записывает различную информацию об этих деревушках, вносят огромную лепту, свою лепту в историю всей России. А вот администрация первого мальжигарского наследия вносит свою лепту в сохранение истории. Так, 17 декабря в этом году в селе Булганяхтат Хангаласского улуса пройдут борисовские чтения. Об этом мы поговорим с гостем нашей студии. Айталина Васильева, глава муниципального образования Мальжигарский первый наслед. Доброе утро. Доброе утро, дорогие Доброе утро. Жители республики. Скажите, на этой неделе в Мальжигарском наследии пройдут борисовские чтения. Но для большинства жителей Якутии, возможно, имя Афанасия Борисова не настолько известно, да? Хотя благодаря ему мы получаем все вот северные надбавки, различные льготы. Да? Можете ли вы нас познакомить поближе?
Да, к сожалению, имя Афанасия Дмитриевича Борисова у нас не так известно и не на устах, но хотелось бы после этого эфира, чтобы каждый житель хоть в 2 раза в месяц, получая заработную плату, теплым словом вспоминал нашего Афанасия Дмитриевича. Ну, он родился во втором алтанском наследии, работал и в Министерстве финансов, в налоговом органе, и более 20 лет отработал в совхозе Булгунях-Тахский. И в период своей работы в Министерстве финансов начал свою активную деятельность по установке северных надбавок и льгот для жителей Крайнего Севера. И все-таки через 9 лет он добился, он дошел до всех вышестоящих органов, до самого Хрущева, и пришел ответ о том, что его предложение наконец-то принято и начата разработка законопроекта, и его также пригласили принять в этом участие, где он в дальнейшем и принимал участие, и вот разрабатывали этот проект. Но хотелось бы отметить то, что Афанасия Дмитриевича необходимо помнить, брать с него пример. И он пример того человека, что простой сельский житель смог добиться, один житель смог добиться так для многих жителей республики таких хороших улучшений для нашей жизни. И вот это является главной идеей нашей республиканской конференции, где могут участвовать и школьники, и студенты, магистранты, трудящееся население и наше уважаемое старшее поколение. Если у них есть инициативы, они могут прийти до 16 декабря, подать заявки и поучаствовать, высказать, как говорится, свою инициативу, которая может изменить жизнь также многих. Это мероприятие – это своеобразная площадка для интересных идей, проектов. Вот в каких областях участники могут представить свои идеи? Ну, имеется по положению 3 конкурсных секции. Называются там законодательная инициатива, социально-экономическая инициатива, жизнь и деятельность Афанасия Дмитриевича Борисова. Но если простыми словами сказать, наверное, наши дорогие телезрители думают, вот мы не участвовали в конференциях, но нам есть что сказать. Но здесь самое главное, если ваша инициатива связана с деньгами, с законом, либо с людьми, то вы можете смело подавать заявки и участвовать, потому что вот вчера праздновали День Конституции, да, но в прошлом году мы изменили наш основной закон государства. Сейчас идет активная законотворческая деятельность по изменению федеральных законов, которая, конечно же, будет касаться и нашу с вами жизнь. И нам в первую очередь хотя бы нужно проявлять интерес к этой деятельности и с этой начать заинтересоваться, потом можно и к нам поучаствовать. А то, что в социальной инициатива, это проекты добровольческой деятельности, молодежные проекты. То, что связано с деньгами, можно начать и с семейного бюджета, как в сельской местности повысить семейный бюджет, либо заканчивать экономикой страны, нашего государства. Действительно, вы являетесь главой Мальджигарского первого наслега, молодой руководитель. И как удается вносить новые какие-то идеи, да, в жизнь, воплощать их в жизнь? И вообще, можете нас познакомить с идеями по развитию, например, туризма в вашем наследии? Да, но меня главой доверили данный ответственный пост, когда мне было 24 года. Надеюсь, еще не пожалели. Вот. И хотелось бы сказать насчет идей. Конечно, юношеский максимализм, он существует. Идей очень много, но не сказала, что они мои, потому что мы каждую неделю проводим прямые эфиры с населением, прямо общаемся, находим их предложения, самые актуальные проблемы и вместе решаем. А насчет воплощения, конечно, это молодая дружная команда, с которой работаем, наши жители и наши семьи, которые понимают, поддерживают и в этом плане. А в сфере туризма хотелось бы отметить, что село Булгунях-Тах Хангаласского улуса, оно имеет, наверное, одно из самых лучших местоположений в нашей республике для развития туризма, так как расположено на берегу реки Лена, имеет красивую природу, прекрасных людей и развитую инфраструктуру, что тоже немаловажно. И в связи с этим мы ведущего специалиста наследной администрации сразу же переименовали специалиста туризма и предпринимательства, объединили всех наших предпринимателей, выставили совместные планы, цели,
Одним из них является повышение качества туристских услуг, что тоже немаловажно. И одним из грандиозных является получение статуса центра туризма Якутии. Ну и то, что с нами сделано сейчас, лодочный причал построили, санитарная точка благоустроенная также будет завершаться, мобильное приложение и многое другое. Ну, это действительно очень хороший вклад в родной край. Мы желаем вам дальнейших успехов. Ну и двигаемся далее. И, кстати, если честно, я даже и не знала, что вот мои земляки с родного края, они такие замечательные люди, что они сделали столько много всего полезного и хорошего для нас. Ну, еще я как раз, конечно же, вспомнила нашу вот недавнюю командировку, которая у нас была на Еланке, и вспомнила вот это вот прекрасное звездное небо. Кстати, очень сильно скучала по нему. Но пока Полина предается воспоминаниям, мы также поговорим о звездам и узнаем, что они нам приготовили. Овен. Прежде чем вкладывать во что бы то ни было свою энергию и личное время, оцените возможные риски. До стабильности еще далеко, а значит нет смысла выстраивать долгосрочные планы. Живите текущим моментом. Телец. Сейчас удачный момент, чтобы побороть в себе сомнения или избавиться от вредной привычки. Расширение кругозора – еще одна из приоритетных задач, на которую стоит обратить внимание. Лучший способ устранить грусть – юмор или общение. Близнецы. На этой неделе у вас ожидается избыток нетривиальных идей, не лишенных гениальности. Сосредоточьтесь на том, что можно сделать, не прибегая к помощи со стороны. Все, что вы желаете осуществить, вполне достижимо. Рак. Неделя пройдет преимущественно в светлых тонах. Не пытайтесь браться за несколько дел, есть риск не заметить какой-то нюанс. Прежде чем продолжать свой путь, закрепите успех. Что касается новых дел, они могут столкнуться с мелкими затруднениями, но при желании вы легко сможете их устранить. Лев. Приятная и спокойная неделя, когда вы можете заняться собой и без спешки подумать. Уходить от реальности, погружаясь в мечты, все же не следует. У многих львов проявится интерес к творчеству или искусству. Дева. Применяйте нестандартный подход к решению стоящих перед вами задач. Он будет эффективен даже в делах, которые вы знаете от А до Я. Меньше рутины, больше полета фантазии. Весы. Иногда следует промолчать, выгадать время и лишь затем предпринимать активные действия. Радость и гармония – это состояние вашей души, а не то, что вы получаете от внешнего мира. Скорпион. Неделя не исключает интриг. Вам рекомендуется осторожно выстраивать любой диалог, особенно тот, что касается финансов. Уровень жизненных сил будет расти. Самое время приступить к физическим тренировкам или запретить себе потакание вредной привычки. Стрелец. Не торопитесь отвечать «да» на каждый входящий вопрос. Есть риск, что в нем будет тонко завуалирован какой-то подвох. В этот период может появиться идея о том, как улучшить свое благосостояние. Козерог. Уровень жизненных сил хоть и высок в этот период, однако нуждается в регулярной подпитке. Постарайтесь не забывать о себе. В конце недели ожидается интересное предложение. Чтобы правильно оценить его потенциал, не спешите. Гороскоп советует прибегнуть к советам людей, наделенных богатым жизненным опытом. Водолей. Неделя принесет благоприятные перемены в личных делах. Постарайтесь не терять ни одной драгоценной минуты. Нацельтесь на небольшие проекты, проанализируйте то, что достигли. Составьте план на будущее. Не исключены небольшие подарки судьбы. Рыбы. Картина этой недели оставляет вам шанс извлечь выгоду там, где другие видят лишь неприятности. В этот период хорошо пройдут любые дела, нацеленные на краткосрочный успех. Четкая мотивация и вера в себя – это именно то, что поможет вам с успехом двигаться дальше. Сер қаллан селбәһәр ийлере, көз түбәт сүді күске бәрінне. Аңнабыт қаражай абағыта, өбіге сүді күйіттен өсті. Сергей Зверев кыл ола атынан үнкі театра, ақсынне 16 күнігер кеһә 6 аңар частан қалжайы этнобалет премьератыгар үңірар.
Музыка автора Егор Федотов. Либретто автора Костас Марсан. Туроратчы хореограф Далана Федотова. Туроратчы художник Екатерина Шапошникова. Туроратчы дирижер Николай Петров. Итуллар сире өксүкүллах өлөксөй атынан народтар доғырдығыларынде. Пусть в Новый год исполняются все желания. НХЗ Групп всегда с вами. Поспешите подготовить свой дом к Новому году вместе с Растор. Ценакос магазинга саңа жылларга бары-бары табар. Асты кутуяр таңа көжүстәк бытовой химия, оғылырға ойнюр делея, ehit комос араха. Ценакос устук дердебилге барыста коруй. Шикарная распродажа от зимней сказки. Город Киров. Скидка на все шубы до 50%. Нерингли 14 и 15 декабря с 10 до 19 часов. Центр культуры и досуга имени Александра Сергеевича Пушкина, проспект Дружбы народов, 14. Головные уборы по 1000 рублей. Пальто из шерсти качества люкс. Керетөстүләк, чепчеге сыналак, мебель эгелгете, алим мебельге. Саңа жыллага чептетиге тетейин. Магазин «Столы плюс стулья» поздравляет всех жителей Якутии с наступающим Новым годом. В Новый год с новым столом. Скидки от 5 до 13%. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами. Особенно приятно его начинать, зная, что до Нового года, до главного праздника всей нашей страны осталось совсем немножко, буквально 19 дней. Праздник, который ждут и взрослые, и дети. И с удовольствием каждый создает себе новогоднее настроение. Кто-то елочку украшает, кто-то украшает окна, кто-то просто повесил дома гирлянду, и уже настроение приподнимается. Ну, а когда идешь по городу нашему под вечер, когда зажигаются эти красивые елки, сразу такое хорошее настроение. И в связи с этим телеканал Якутия-24, НВК Сахай и программа «Утро Якутии» объявляют республиканский конкурс на лучшее новогоднее оформление по 3 номинациям. Лучшее оформление частного дома, лучшее оформление многоквартирного дома и подъезда многоквартирного дома. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 декабря включительно. Видео и фотографии отправляйте на почту utroyakuti@mail.ru с указанием автора и местоположения своего дома. Имена победителей конкурса мы узнаем 24 декабря этого года, и победителей ждут ценные призы. Друзья, мы призываем вас, принимайте активное участие, давайте создавать новогоднее настроение все вместе с программой «Утро Якутии» на радость себе, своим соседям, родным и близким. Да, и хотелось бы еще раз повторить, потому что у нас еще приходят вопросы по WhatsApp. До 22 декабря принимаются работы, и отправлять нужно на почту utroyakuti@mail.ru. Ну и пока люди активно принимают участие, каждый, наверное, хочет получить даже не то чтобы ценный приз, а именно показать, как они помогают создать то самое новогоднее настроение для своих родных, для своих близких, для своих соседей. И очень хорошо, когда так сплоченно объединяется целый дом для того, чтобы во дворе было очень красиво. Действительно, ну а что, красивые дворы, красивые подъезды, ну и, конечно же, на очереди у нас погода. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 36-41 градус мороза. В заречной группе Улусов 36-41 ниже 0. В Южной Якутии в это утро в Алдане минус 32, в Нерингле минус 39, в Вилюйской группе 37-39 мороза, в Нижнеленских минус 40. В западных минус 33, минус 40, в Колыме-Индигирской группе Улусов теплее сегодня в Черском минус 38. В Усть-Нере объявлены актированные дни минус 52 градуса в это утро. В Янских 43-48 ниже 0, на северо-западе 34-48 градусов мороза. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила
36 градусов ниже 0. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 1 метр в секунду. В течение дня преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер подует с порывами от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха днем 33-35 со знаком минус. Ну что, зима. Зима уже в полном разгаре, где-то даже уже ниже 50 градусов. Ну а мы желаем вам потеплее одеваться и всегда знать, какая погода за окном. Друзья, ну а сейчас хотелось бы узнать, какие новости на данный момент произошли в республике и за ее пределами. Поможет нам в этом наш новостной обозреватель Иван Лазаренко. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году. Так ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых, заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Парламентарий отметила, что в стране планируется развивать цифровизацию. В частности, уже со следующего года внедряется беззаявительный порядок получения многих социальных выплат. Отмечается, что уже к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства. Как подчеркнула депутат, это имеет очень большое значение для дистанционного обучения. Кроме того, парламентарий сообщила, что в 2022 году вырастет часть социальных выплат. По результатам отбора на 2022 и 2023 годы Якутия получит субсидию из федерального бюджета в размере 2 миллиарда 842 миллиона 921 тысяча рублей на капитальный ремонт и оснащение школ. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в социальных сетях и отметил, что в список попали все заявленные 58 объектов образования. Также Айсен Николаев принял участие в дискуссии под руководством полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Мероприятие провели в рамках онлайн-форума про ДФО в Москве. Выступление главы Якутии было посвящено развитию креативной экономики и достижениям республиканской IT-индустрии. Отмечается, что уже сегодня на долю Якутии приходится 85% экспорта IT-услуг Дальнего Востока. Вклад креативных индустрий в валовой региональный продукт республики составляет почти 2,5%, а к 2035 году достигнет около 4,5%. Как отметил Айсен Николаев, одним из важнейших проектов является креативный кластер «Квартал труда». Резидентами «Квартала труда» станут 150 организаций, в которых создадут 1250 рабочих мест. Ключевые направления резидентов кластера – это кино, анимация, медиа, цифровой контент и дизайн. Международная группа рейтинговых агентств Fraex представила новый ESG-рейтинг регионов России. В этом году республика поднялась с 35-й строки на 12-ю позицию. Субъекты оценивали по уровню экологических, социальных и управленческих рисков. Так, у Якутии самый большой прирост отмечается в качестве государственного управления. За год республика поднялась с 34-го на 35-е место среди субъектов России. Показатели нивелирования экологических и социальных рисков остались примерно на том же уровне, на 16 и 11 позициях соответственно. Напомним, ранее РАЭКС включили республиканский лицей-интернат в топ-300 лучших школ России, где учреждение расположилось на 56-й позиции. К этому часу у меня пока все. Желаю вам отличного дня. Спасибо, Иван. Ну а в Ленинградский зоопарк опубликовал видео альпаки. Альпака — это такое что-то похожее на ламу, по-моему, да? Животное, которое впервые прошлось по снегу. Шарлотке 6,5 месяцев, и это ее первая зима. По такому случаю малышка отрастила густую длинную шубку, и теперь ей совсем не страшны холода. Поначалу реакция на снег маленькой альпаки была неоднозначна, ведь сугробы совершенно изменили для нее привычный вид территории зоопарка. Но потом альпака привыкла, и снежинки уже стали интересной деталью прогулочного ландшафта. В снегу можно бегать и даже пробовать их на вкус. Ну а еще одна очень добрая новость из города
Перми. А там вылечили кота по кличке Блиц. У него был инфекционный перитонит, возбудителем которого является вирус семейства коронавирусы. Заболевание считается смертельно опасным для кота. Только для 2% кошек выздоравливают в случае заражения. Блиц подхватил заболевание после достижения 4-месячного возраста. По словам временной хозяйки, коронавирус кошек – заболевание обычно не опасное как для животных, так и для людей. Исключение – мутация, которая переходит в инфекционный перитонит. Коронавирус кошек – давно известное заболевание, оно, в принципе, безопасно для кошек. Единственная мутация коронавируса, которая переходит в инфекционный перитонит, вот именно что случилось у нас с Блицем, но вот это вот страшно. А сам коронавирус, он не страшен. Решили экспериментальным средством, для закупки которого организовали группу в социальной сети. Курс лечения занял 93 дня. За это время коту ввели 42 флакона лекарства. Общая сумма лечения составила порядка 225 тысяч рублей. Екатерина утверждает, что благодаря неравнодушным людям коту удалось выжить. Очень добрая, очень хорошая новость. И я думаю, что нужно поблагодарить всех, кто участвовал в спасении кота. Друзья, ну а мы желаем вам хорошего настроения. Не оставайтесь в стороне, если можете помочь. Ну и, конечно же, отличного вам дня, хорошей вам рабочей недели и до встречи уже завтра.